Альхамдулиллах, Аллах дал нам иман, дал нам ислам, дал нам Коран, оживил нас после того, как умертвил, собрал нас в своем доме, и в этот благословенный пятничный день, в этот благословенный месяц, месяц Рабиуль Ауаль, когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. До начала намаза остается минут 15, подождем, пока остальные соберутся, и, пользуясь моментом, прочитаем несколько аятов, несколько хадисов. Сегодня пятница, Расулуллах, алейхиссалям, рекомендовал нам читать суру Кахф, и мы тоже следуем этой рекомендации. В суре Кахф, 18 суре, 28 и ниже аятах Аллах сказал: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум билгадати вал ашийи юридуна ваджха, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Истину сказал великий Аллах, довел до нас эту истину его благородный посланник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мы это услышали и стали одними из свидетелей. Аллах говорит, обращаясь к пророку, алейхиссаляту вассалям, ну и, конечно, каждому из нас: «Васбир нафсака». Можно сказать так, да, заставляй свой нафс, свои капризы, свои желания быть терпеливыми. В отношении чего? Точнее, кого? «Ма'алладзина яд'уна раббахум», в отношении тех, которые молят Господа своего, биль-гадати валь-аши, утром и вечером, юридуна ваджха, и желают его лика. Вот. В жизни бывают разные ситуации, приходится общаться с разными людьми. Человек – существо капризное, у него есть свои какие-то характер, свои особенности, и иногда не хочется видеть людей. И вот Аллах Тааля нас обучает в этом аяте, что не надо отделяться от общества, не надо отделяться от людей, которые поминают Аллаха Субхану Тааля. Тем более, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, тем более стремясь к мирским каким-то украшениям, оставлять простых людей. Мы думаем, вот с этим министром будем общаться, польза будет, с этим генералом будем общаться, польза будет, с этим каким-то высокопоставленным чиновником общаться будет польза. И думаем, это простолюдины, с ними не обязательно, с ними когда-нибудь в другой раз. Но Аллах говорит, нет, нет. Тех, которые поминают Аллаха Субхану Тааля, утром, вечером Его молятся, утром, вечером к Нему обращаются, их не оставляй. «Валя тутайман ахфальна кальбаху», и не подчиняйся тем, сердца которых мы сделали беспечными, ан дикрина, от поминания нашего, ваттаба хава, и последовали они своим страстям, вакана амруху фуруто, их дела строятся на чрезмерности. Мы не знаем. Это вот может кажется простой человек, но он будет вали или святой какой-то, да?
и мы не знаем, кажется нам какой-то святой, а он вообще перед Аллахом никто. Быть среди людей, одним из людей, очень хорошее качество. «Вакуль аль-хакку мир раббикум» и говорите истина от Господа вашего. И мы говорим «Аль-хакку мир раббина» истина от Господа нашего. «Фаман ша фальюмин» поэтому кто хочет, пусть верит. «Ваман ша фальякфур» кто хочет, пусть не верит. Остерегает нас от неверия, но не подталкивает к нему, потому что Аллах дал человеку право выбора. Кто хочет, пусть верит, кто хочет, пусть не верит. Но результат тоже известен. «Инна атадна лил-залимин», что касается тиранов, грешников, безбожников, а самая большая тирания, самая большая несправедливость – это когда приписывают Аллаху, приравнивают к Аллаху кого-то или чего-то, как Аллах об этом сказал в суре Лукман: «Я бунайя ля тушрик билляхи, инна ширка ля зульмун азим». «О сыночек, остерегайся язычества, многобожие, воистине это самая большая несправедливость». «Инна а'тадна лил-залимин», таким образом мы приготовили для тиранов, грешников, наран, огонь, ахата бихим сурадикуха, крепости которого или стены которого окружают их со всех сторон. И когда они просят помочь им, спасти их, югату бима, им помогают кипятком, наузбилля, яшвиль вуджух, который сжигает лица. Би'са шараб, насколько мерзкое это питье, васад муртафака, и насколько мерзкое это место возвращения, место остановки. Вот с одной стороны Аллах нас предостерегает, что неверие или многобожие приводит к таким неприятным последствиям, и с другой стороны радует. «Инна алладина аману ва амилу салихат», что касается тех, которые веровали и совершали благие дела, их что ждет? «Инна ля нуди'у аджра ман ахсана амаля». Мы не позволим теряться награде тех, кто творил добро, кто делал хорошие дела, их награда не потеряется. Обязательно Аллах Та'аля им даст и в этом мире, оттуда, откуда они не ждали, и в будущем мире даст. Что даст? «Уляйка лахум джаннат», даст сады, адн, эдема, сады вечности, сады рая, таджри мин тахти аль-анхар, под которыми текут реки, юхаллауна фиха, будут они там украшены, мин асауир, браслетами, мин дахаб, из золота, ваяльбасуна фияба, и будут одевать одежду из шелка и парчи, худр, зеленого цвета. Муттакина фиха, будут они располагаться на прекрасных ложах, отдыхать. Ни'мат thawab, насколько же прекрасна награда, ва хасунат муртафака, и насколько это прекрасно место пребывания. Поэтому надо делать сабр, сабр, сабр. И когда хочется отдалиться от людей или общаться только с высокопоставленными вельможами, надо вспоминать вот этот аят из суры Кахф. Ну, еще осталось минут 5, и хадисы тоже вспомним. От Абу Хурейра передается хадис, в котором посланник Аллаха, пророк, саллаллаху сказал: «Шарру таам таамуль валима юмнауха ман ятиха, ва юд'a илейха ман ябаха, ва ман лам юджиб ад-да'ва факад аса Аллах ва расулях». Раваху Муслим. От Абу Хурейра радхаллаху анху передается хадис, упоминаемый в сборнике имама Муслима. Пусть Аллах Та'аля будет милостив к имаму Муслиму, пусть Аллах будет доволен хазратом Абу Хурейрой. От пророка, саллаллаху передается, он сказал: самое худшее собрание – это то собрание, в котором не позволяют людям посетить его. Ну, имеется в виду не собрание, угощение. Самое худшее угощение
то угощение, в котором не позволяет людям прийти к нему. Как это? А вот так. Юд'a илейха ман ябаха. Приглашает туда тех, которые не хотят идти. Валям юджиб. Ну, имеется в виду, приглашает высокопоставленных таких, самых таких, элиту, а простой народ, говорит, отдыхает пусть. В следующий раз им крохи. Вот это самое худшее, это угощение. Ваман лабьюджиб ад-дa'ва, от того, кого пригласили, и он не пришел, ну, имея возможности, конечно, факад аса Аллаху ва расуля, он не подчиняется Аллаху и его посланнику. В другом хадисе, ну, по этой же теме, сказал Расул Аллаху алейхи «Би'са та'ам та'амуль валима юд'a илейха аль-агния ва ютракуль фукара». Мерзкое собрание или мерзкое угощение такое, в котором приглашают богатых и выгоняют бедных. Вот, поэтому и мы видели из аята тоже, что это так, и из хадиса. Состыковались они друг с другом. Хотя тема другая была у нас. То есть мы уже говорили об этом, еще раз напоминаю, когда походим вот так выступать, что-то специально не готовим. Открываем, чик, Аллах сам направляет нас. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم. Имам Муслим передал хадис от Анаса رضي الله عنه от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Расулуллах сказал алейхи салям: «Ман аля джариятейн», кто будет заботиться о двух джария. Джария буквально переводится как нечто активное, нечто текучее. Например, корабли Аллах называет джавари, джария. «Валяхуль джавари муншату фил бахри каль а'лям». У него есть огромные, Аллаху принадлежат огромные корабли, как горы, текущие, плывущие по морям. Но здесь джария имеется в виду девочка. Почему? Потому что они тоже на корабль похожи. Так текут, и они активны, жизнь в них кипит, такие помощницы туда-сюда бегают. Джария. Ман аля джариятейн, кто возьмется за воспитание двух дочерей или двух каких-то студенток, молодых, будет заниматься ими, хатта таблуга, до тех пор, пока они не станут совершеннолетними, крепкими, сильными, самостоятельными, или получат образование. Джа яум аль-кияма, такой человек придет в судный день, ана ва хуа кахатайн, я и он, как вот эти два. То есть рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, будет такой человек, кто воспитывает двух дочерей или воспитывает двух студенток, дает им образование, воспитание, заботится. Почему здесь говорится именно о девочках или о девушках? Потому что ими заниматься на самом деле сложнее, чем с мальчиками. Они бывают чуть-чуть покапризнее, бывают более эмоциональные, чуть что плачет, чуть что смеется, чуть что прыгает, чуть что грустит. Эмоции зашкаливают. Видимо, поэтому такая очень большая награда. Кто заботится о двух дочерях, или заботится о двух студентках, или о двух, в общем, джария, молодых, активных девушках, и поддерживает, помогает им, пока не станут сильными, крепкими, совершеннолетними, самостоятельными. Я и такой человек будем рядышком, сказал Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, как два пальца. Поэтому дай Аллах нам заботиться о слабых, поддерживать нуждающихся, не задирать свой нос выше крыши, типа я там москвич и так далее. Все мы из глины, то есть все мы от Адама, а Адам из глины. И в итоге все мы в глину возвращаемся, в землю возвращаемся, и из нее нас Аллах Тааля воскресит. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму расулилля, Аллахумма джа'альна мин алладина ястами'уна аль-кауля фаяттаби'уна ахсана.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.